Пожалуйста, приглашаю представителя партии «Исламское возрождение». Благодарю вас. Господин Мохаммед Саид является заместителем директора партии «Исламское возрождение» в Вене, в Австрии. И я хотела бы рассказать о Таджикистане, в частности, о том, как члены семьи подверглись нападкам в результате вчерашней акции протеста в Варшаве. Власти в Таджикистане в настоящий момент направляют свои нападки на членов семей и родственников этих активистов от оппозиции, которые участвовали в акции протеста и протестовали, пройдя на встречу, которая была организована отделом демократических институтов и прав человека в Варшаве для того, чтобы искоренить любое несогласие. Таджикские власти направляют свои действия против членов семьи активистов. Они удерживают их как заложников и стараются таким образом не дать сказать ни слова оппозиции, которая поднимает свой голос таким образом, показывая свое несогласие, проводя протесты или встречи с представителями стран или организаций, или просто критически высказываясь о сложившейся ситуации. Органы власти сказали задержанным родственникам протестантов, что им необходимо просить своих любимых членов своей семьи не принимать участие в акциях протеста и не критиковать правительство на конференции, которая является крупнейшей европейской конференцией по правам человека, которая организована ОБСЕ, а именно Департаментом по демократическим институтам и правам человека. И угрожали им, что если они не последуют этой просьбе, они будут жестоко наказаны. Многих из членов семей протестантов удерживают в центрах задержания уже 2 дня. Это то, как правительство Рахмона действует в отношении прав человека и применительно к правозащитникам. Скажите, не является ли это нарушением фундаментальных прав человека? Господин Зариф Ализада, омбудсмен Таджикистана, вместе с делегацией от правительства Таджикистана, сейчас присутствует на этой конференции для того, чтобы рассказать нам о том, что Таджикистан с уважением относится к правам человека. Однако, кто-нибудь может ли задать ему вопрос, почему родственники активистов находятся в задержании, почему им угрожают, почему ваше правительство предъявляет им угрозы и преследует их? Право человека без границ недавно выпустила релиз, в котором говорила, оппоненты Рахмону в настоящий момент чувствуют себя в мире в безопасности. К сожалению, на этом история не заканчивается. Членов их семей не находятся в безопасности даже внутри страны. Таким образом, правозащитники, активисты Таджикистана и их члены их семей нигде не чувствуют себя в мире безопасности. Члены семей следующих активистов сейчас находятся в задержании. Перечисляю: Мухаммед Саид Ризои, Ильхум Якубов, Шухрат Рахмантулов, Мухаммад Кабуль Хусейни, Мухаммади Пешаев, Бободжон Каямов, Мухаммеджон Кабиров, Саид Ибрами Назар, Махмуджон Файзрахманов, Фаидджин Маджитов, Джанатулла Комиль, Холиди Махмад Саид, Рухулу Кабиров. Также члены семей и других оппозиционных групп и правозащитников, таких как Шукрок, Зафар Мухаммад Зубери, Абдухаков, Шарафиддин Гадоев, Заид Бубоев, Хусейн Ашуров, Сабнам Худайдоидов, также стали подвергаться нападкам. Члены семьи доктора Мухиддина Кабири, председателя партии «Исламское возрождение», также были задержаны, включая и его невестку, старшего брата и других родственников. Международная организация по защите прав человека, включая и
организационную группу «Дом свободы», который находится в Вашингтоне, недавно осудила такого рода задержание в Таджикистане. Дом свободы в своем заявлении сказал: использовать членов семьи правозащитников и активистов как заложников нужно для того, чтобы напугать тех, кто критикует правительство, и заставить их замолчать, при том, что они критикуют ситуацию в области прав человека. Это нарушает фундаментальные права человека и показывает, насколько нетерпимо правительство к любому несогласию. Правительство Таджикистана должно прекратить преследование оппозиции, гражданских активистов, правозащитников и членов их семей. Говорится в заявлении. Завершайте, потому что время закончится. Мы призываем таким образом международное сообщество оказать давление на правительство Рахмона для того, чтобы положить конец тому, что члены семей активистов удерживаются как заложники. Благодарю. Благодарю.